Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Диана Малярова. Напомню, вы также сможете смотреть нас в прямом эфире в официальной группе ВКонтакте и Инстаграм. Перейти в социальные сети можно с помощью QR-кодов, которые вы видите на своих экранах. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Несчастный случай на производстве. На литейном заводе в Челнах рабочего раздавила прессом. Подорожали в преддверии Пасхи. Челнинцы жалуются на высокую стоимость яиц в магазинах. Подробности в сюжете Валерии Новожиловой. Страсти накаляются. Конфликт сторон в садовом товариществе «Виктория» дошел до драки. 17 золотых медалей. Челнинские спортсмены-ветераны вернулись с золотом с Кубка Европы «Русская весна». Трагедия на рабочем месте. Сегодня утром на территории литейного завода погиб 51-летний слесарь. Он занимался ремонтом оборудования. По версии следствия, мужчина задел выключатель механизма и привел в движение привод, из-за чего рабочего придавило прессом. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». По предварительным данным, мужчина занимался устранением неполадок на неработающем механизме, когда его придавило формой для формовочной смеси. В результате полученных телесных повреждений он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Почему выросли цены на яйца? В преддверии православного праздника челнинцы начали замечать, что в торговых сетях увеличилась стоимость яиц, которые являются одними из главных символов и угощений Светлой Пасхи. Об этом горожане сообщили на горячую линию Челны ТВ. Наша съемочная группа выехала в рейд по магазинам города и узнала, есть ли на самом деле такая проблема. Прежде чем отправиться по магазинам, мы решили запустить опрос в нашем инстаграм-аккаунте и спросить у подписчиков, заметили ли они рост цен на яйца в преддверии Великой Пасхи. Согласно нашему небольшому исследованию, с такой проблемой столкнулись 88% опрошенных, и лишь 12% разницы не почувствовали. Затем мы посетили несколько магазинов разных торговых сетей. Цены действительно стали выше. По словам покупателей, еще недавно яйца стоили около 60 рублей за десяток, а сейчас примерно 80. Некоторые марки подняли цены даже до 100 рублей. Подорожали. К Пасхе. Я не знаю, на сколько процентов. Сейчас яички дешевле нет, 80-90 рублей. Вроде бы пока незаметно, я не замечаю. Зимой они были по 50 с чем-то, 60 с чем-то рублей. Сейчас раза в полтора, наверное. Не только яйца же. И молоко тоже, хлеб особенно. Хлеб-то. С вопросом, почему же все-таки повысились цены и связано ли это с Пасхой, мы обратились в управление Федеральной антимонопольной службы. Нам пояснили, что сезонность действительно сказалась на росте цен. За последнюю неделю стоимость куриного яйца в Татарстане возросла на 3%. Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан проводится работа с производителями и торговыми сетями на предмет сдерживания цен. В настоящее время в связи с поступлением информации о росте цен на куриное яйцо и мясо птицы ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен. Что касается жалоб, поступающих по данному вопросу Татарстанского ФАС России, то с начала года таковых 6. Последнее датировано 15 апреля. Из набережных Челнов обращений в наш адрес не поступало. На повышение стоимости повлиял не только православный праздник. Как пояснили специалисты ведомства, цены также поднялись на зерновые культуры, добавки в птичьи корма и упаковки. Тем не менее, в управлении ФАС отметили, что после Пасхи все-таки ожидается снижение цен на куриные яйца. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. Противостояние председателя СНТ «Виктория» не утихает, а лишь накаляется с каждым днем. Мы уже неоднократно рассказывали о конфликте между бывшим и будущим главами садового товарищества. Уже 2 года они не могут определить, кто займет пост председателя. У обоих претендентов есть поддержка дачников и много вопросов в отношении друг друга. Сегодня конфликт должен был закончиться, но он только набрал обороты. Дебаты перешли в драку, а на место приехал ОМОН. Подробности в сюжете Руслана Бекмухаметова.
Так, хоть один палец полетит, ляжете сесть, ребята. История противостояния Сергея Филиппова и Сергея Родичева длится уже с 2019 года. Решить, кто должен быть председателем, не удается и по сей день. Не так давно Родичев организовал собрание, где подсчитал количество голосов его сторонников. Их оказалось 390, рассказал Родичев, что составляет большинство, однако продемонстрировать бюллетени ни нам, ни садоводам он не захотел. На последнем судебном заседании Филиппова признали законным председателем, и сегодня должна была состояться передача документов и печати на СНТ. Но все оказалось не так просто. Суд вынес решение, отменил его протокол полностью, его собрание, вернул наш протокол как действующий и признал его не членом СНТ. Я не могу приступить к работе от того, что у меня нету ни печати, ни доступа нету. Суд декларировал, что собрание является ничтожным, гражданин Филиппов и его собрание никогда никем не оспаривались, а гражданин Родичев членом данного СНТ не является. У Сергея Филиппова есть официальная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц о том, что он является председателем СНТ «Виктория», но для Родичева это пустые слова. По факту, я еще раз говорю, я являюсь председателем. Никакого созыва собрания не осуществлялось ни правлением, ни мной. То есть, по сути, они опять зарегистрировались мошенническим способом. Все, сейчас в данный момент требуют они какие-то документы. Согласно закону, пусть пишут претензию, прикладывают акт прием-передачи, который они сами уже передавали в свое время. Якобы без проблем рассмотрим претензию. За конфликтом продолжительное время следит председатель Ассоциации садоводов. Ежедневные перепалки дачников и бесконечные суды он назвал пустой тратой времени. Вместо криков надо собраться за столом и спокойно решить вопрос, говорит он. Общее собрание садоводов СНТ «Виктория». Только таким образом все станет на свои места. Тогда уже будет легитимный председатель. Только так. А так суды могут годами длиться. Оба председателя обвиняют друг друга по одним и тем же пунктам. Двойная касса, ведение двойной бухгалтерии, бездействие в жизни садового общества и тому подобное. В какой-то момент страсти накалились настолько, что завязалась драка. Утихомирить дачников удалось сотрудникам правоохранительных органов. Вы зачем трогаете нас? Отойдите. Коронавирус. Тихо. Конфликт между председателями рассорил между собой всех дачников. Те, кто еще вчера были друзьями, сегодня готовы ввязаться в драку. Садоводы признают, что уже устали от этих бесконечных стычек. Вызывайте полицию. Чего можно, вот сколько можно это же так вот скандалить? Это же просто скандалы. Как два база. И бессмысленные. Бессмысленные. Подделал один протокол, второй подделал протокол. Сколько можно? Ну сколько можно? С осени уже на мозги. Последние года это что-то. Это вот вернулись 90-е к нам. Рабочего плана действий, как разрешить конфликт, у председателей нет. Известно лишь, что Филиппов поехал снимать побои, а Сергей Родичев так и продолжит сторожить будку администрации. Он сказал нам, что будет ждать от Филиппова официальный запрос на электронную почту, который вместе с юристом рассмотрит и примет решение о передаче ключей и документов от садового общества. Руслан Бекмухаметов, Александр Кощеев, Новости Челны ТВ. Наша телекомпания продолжает сбор вещей для погорельцев. Напомню, 18 апреля произошло возгорание в многоквартирном доме 4105. Пожар начался в квартире на 4-м этаже, после чего огонь стал быстро распространяться на верхние этажи. К счастью, никто из людей не пострадал. Погорельцы до сих пор ликвидируют последствия пожара. У всех есть дети, им сейчас очень нужна поддержка. Оказать помощь можете и вы, наши телезрители. Вещи первой необходимости, средства гигиены, постельное белье, продукты и прочее вы можете принести к нам в редакцию по адресу 2719. Мы передадим их пострадавшим. Сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. С 19 по 25 апреля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, первый этаж. Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ, и мы продолжаем.
Выходные с 1 по 11 мая будут непрерывными. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Предложение выдвинул руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в рамках онлайн-конференции с президентом. Она пояснила, что в последнее время статистика заболеваемости коронавирусом стала снижаться медленнее. Если в марте было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше 1% за последние 3 недели. В ряде субъектов мы остановились окончательно, доложила Попова. Длинные выходные позволят гражданам уехать на дачные участки, пребывать в изоляции и на свежем воздухе. Владимир Путин эту идею поддержал. Наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе, но и отдохнуть. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня соответствующий указ подпишу. 17 золотых медалей. Челнинские спортсмены-ветераны вернулись с золотом с Кубка Европы «Русская весна», который прошел в Екатеринбурге. Соревнования проводились по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. Как челнинцам удалось получить такой комплект наград, узнаете далее. За спиной Николая Берникова 46 лет спортивного стажа и 4 чемпионата мира. Челнинец занимался легкой атлетикой, карате, армрестлингом и тягалгире. На счету спортсмена порядка 100 медалей. Свою коллекцию он пополнил еще 2 золотыми с Кубка Европы. Физически свои способности я реализовал в полном мере. Выступал в военном жиме, 49 повторений, 1/2 веса. И роллинг тандер тоже показал свой лучший результат 47,5 килограмм. Рафик Ибрагимов в спорте более 40 лет. С детства мечтал стать мастером спорта по вольной борьбе. Несмотря на свой возраст, мужчина в отличной физической форме, благодаря чему взял 2 золота. Я выступал до 90 килограммов в 2 видах спорта. Военный жим, лежа. На соревнованиях за звание лучших состязались 900 участников с разных уголков Европы. 9 челнинских спортсменов отличились физической подготовкой. Как итог, 17 золотых медалей и 1 серебряная. По словам тренера, залог успеха в дисциплине спортсменов. Все ходили вовремя, все тренеров никто не пропускал, готовились, знали, что будем выполнять, какие упражнения, выбрали виды себя. Золотые медали такого уровня – заслуга не только самих спортсменов и их тренеров, но и простых людей. Помощь для поездки на Кубок Европы оказали активисты города. Они собрали около 180 тысяч рублей. Оплатили участие в соревнованиях, саму поездку, спортивную форму оплатили. Это все благодаря содействию всех людей, кто участвовал в этом проекте. Вершина взята, но это не предел, говорят спортсмены. Сейчас челнинцы планируют покорить город Сочи, где пройдет чемпионат Европы. Победители отправятся на соревнования в США. Диана Мульрова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. 23 театральные труппы со всей России. В Челнах организован фестиваль любительских театров «Действующие лица 2021». Его цель – привлечь людей к ценностям мировой и отечественной культуры. Мероприятие организовано на средства гранта президента Российской Федерации. Фестиваль проводится уже в 16-й раз, и, по словам организаторов, с каждым годом постановки все интереснее и уникальнее. Каждый живет в своем пространстве, и у каждого есть свое, скажем, как среда, которая помогает впитать то, где они находятся. Потому что, если, например, Ижевск, там очень много современного какого-то направления. То же самое Екатеринбург. А Петербург, он такой более интеллигентный. Москва более интеллектуальная. Оренбургский Татдрамтеатр поставил спектакль на татарском языке в Набережных Челнах. Постановка рассказывает о жизни и творчестве великого татарского поэта Мусы Джалиля. Мероприятие организовано Всемирным конгрессом татар в рамках Года родных языков в республике и приурочено к 115-летию со дня рождения великого поэта. Марсель Рахматуллин в Оренбургском драмтеатре имени Мирхайдара Файзи работает уже 14 лет. Несмотря на это, каждая роль с чистого листа. Не просто передать зрителю атмосферу военного времени, говорит актер. В постановке он исполняет роль Мусы Джалиля. Каждая роль, она своеобразна по-своему. Что-то в ней ты находишь для себя, что-то такое горячее, жгучее, то, что тебя движет, то, что ты хочешь донести конкретные какие-то мысли аудитории, зрителям. Сама постановка уникальна, создана по произведениям поэта. Этапы жизни Мусы Джалиля. Месяц, наверное, работал.
Дольше работа шла по тому, как вот собрать этот материал и сделать это. Этот спектакль создан по мотивам его произведений, рассказывает о его где-то жизненных моментах и о его творчестве. В спектакле использованы его стихи, песни на его стихи. Оренбургский театр ставит постановки в Набережных Челнах не впервые. По словам организаторов, спектакли на татарском языке находят своего зрителя как в Татарстане, так и в Оренбурге. Вообще долгожданные гости, и мы выражаем огромную благодарность в первую очередь это Всемирному конгрессу татар, который организовал такие гастроли, и все зрители сегодня, они пришли на бесплатный показ, и среди зрителей очень много у нас школьников, студенты, рабочая молодежь. Музыкально-драматическая постановка собрала в Челнах почти полный зал, и это несмотря на то, что спектакль показывали в рабочее время в будний день. Руслан Бекмухаметов, Айгуль Низамова, Сергей Кищенко, Новости Челны ТВ. Успейте приобрести морские деликатесы. Выставка продажи икры и рыбы с берегов Камчатки предлагает огромный выбор дальневосточной продукции на любой кошелек. Икра и рыба Камчатки – это не только вкусно, но и полезно. Качественные морепродукты помогут поддержать иммунитет в это непростое время. Посетить ярмарку можно в торговом центре «Грин». Чавыча, палтус, белорыбица, корюшка, тунец, икра красная. Чего только не встретишь на прилавках. Огромный список видов рыбы и других деликатесов вызывает у горожан стремление попробовать все. Не каждый день они могут оценить качественную морскую рыбу, выловленную и закопченную на Камчатке. В ассортименте более 35 видов рыб. Чавыча, конечно, царица лососевых, очень вкусно. Есть слабосоленое, филе холодного копчения и горячего копчения, белорыбица, кижуч, палтус, очень большой выбор, корюшка, очень вкусная икра, слабосоленая, хорошая. Широкий ассортимент свежей и качественной морской рыбы не заставляет долго думать. Челнинцы уже выстраиваются в очередь. Хочу все попробовать, узнать, что за рыба. Очень хвалят, говорят, камчатская, хорошая. Купили чавычи, вкусные, часто берем, узнали по рекламе. Вот это место сейчас будете остальным тоже рекомендовать? Конечно, у нас на работе все берут. У меня семья предпочитает рыбу, поэтому, собственно, и приехала сюда. Наверное, я возьму вот эту белорыбицу и, возможно, еще белугу. Очень вкусно, молодцы, пусть привозят еще, мы рады. Напомним, ярмарка икра и рыбы Камчатки расположилась в торговом центре «Грин» и будет работать для всех любителей вкусной рыбки до 25 апреля включительно. А сейчас с новостями погоды вас ознакомит Ольга Гайдабура. Сразу после них новости на татарском языке.